Здравствуйте! Пришло время подвести итоги среды. В студии Седа Сафарова и сегодня в программе. Развитие сельского хозяйства, промышленности и бизнеса. Уже на следующей неделе, то есть с 1 февраля, будет проиндексирована страховая часть пенсии на уровень. И это повышение затронет почти 40 миллионов получателей. Какие шаги предпринимает государство в период кризиса? Фляги и канистры теперь не понадобятся. Спустя 20 лет в село Октябрьское возвращается большая вода. В селе Октябрьское завершается прокладка водопроводной линии. Год земельной реформы. При проведении кадастровой оценки, то есть будет проще оценивать объекты. Алевтина Банадыкова об основных изменениях в земельном законодательстве. Они поют душой. Незрячие республики провели вечер нашидов. Российский премьер накануне подписал первый план антикризисных мер. В нем содержатся основные пункты обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы в текущем году. А сегодня Дмитрий Медведев провел селекторное совещание с главами субъектов. В нем принял участие и глава Чечни Рамзан Кадыров. Обсуждался региональный аспект реализации антикризисного плана. Основные пункты документа касаются создания условий для развития промышленности и сельского хозяйства, стимулирования спроса на отечественную продукцию, поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе снижение налоговых нагрузок для начинающих предприятий. При этом премьер-министр отметил необходимость сохранения низкого уровня безработицы и исполнения всех социальных обязательств. Особая поддержка нужна тем, кто по объективным причинам находится в наиболее незащищенной ситуации. Это пенсионеры, инвалиды, семьи с низкими доходами, особенно в связи с колебаниями валютного курса, которые повлияли на стоимость социально значимых товаров и услуг. Речь идет, конечно, о продуктах питания, о лекарствах, о транспортных расходах. Уже на следующей неделе, то есть с 1 февраля, будет проиндексирована страховая часть пенсии на уровень прошлогодней инфляции. Это по данным нашего статистического ведомства 11,4%. И это повышение затронет почти 40 миллионов получателей страховой пенсии. Премьер также напомнил, что до середины февраля во всех субъектах должны быть созданы антикризисные комиссии и разработаны местные планы по обеспечению социальной стабильности в период кризиса. Чеченская республика, как и многие другие регионы, выполнила это поручение с опережением графика. Завершая встречу, Медведев заявил, что в непростой экономической ситуации все руководители субъектов и федеральный центр должны работать как единый часовой механизм, а на главах регионов лежит личная ответственность за выполнение антикризисных мер. Накануне глава региона побывал на праздновании дня рождения Шамсанура Магомадова, бывшего солиста легендарного ансамбля «Танцы в войнах». Он проявил себя как талантливый и успешный танцор, но теперь увлекся боями смешанного стиля. Рамзан Кадыров отметил, что Магомадов неплохо выступает и тренирует детей в родном селе Шами-Юрт. Однако новое увлечение не помешало ему сохранить крепкую дружбу с бывшими коллегами. Об этом говорит то, что к имениннику пришли все, с кем он выступал в ансамбле. Кадыров поздравил Шамсанура лично и пожелал ему крепкого здоровья, счастья и благополучия. В правительстве прошла встреча главы региона с религиозными деятелями. Председатель Духовного управления мусульман Чечни Салах Межиев рассказал о работе, проводимой духовенством по противодействию экстремизму и попыткам иностранных организаций насадить среди верующих различные радикальные течения. Богослов подчеркнул, что общие усилия муфтията и местных органов власти позволили минимизировать эту угрозу. Он сообщил, что ежедневно растет численность мусульман, совершающих молитвы в мечетях. Глава региона отметил, что надо нацелить имамов и других религиозных деятелей на активизацию разъяснительной работы в связи с военными действиями в Сирии, так как эта война развязана с США против мусульман и преследует цель развалить Сирию, Ирак и другие страны. Важно, чтобы ни один житель Чечни не позволил втянуть себя в кровавую бойню. Здесь же муфти от имени известных в мире представителей исламского духовенства передал слова благодарности за принципиальную позицию по событиям в Париже и организацию массовой манифестации протеста. А глава региона предложил теснее взаимодействовать в реализации единой концепции духовно-нравственного воспитания.
Северный Кавказ может стать крупным заказчиком инновационных технологий. С таким заявлением выступил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на первом всероссийском совещании «Инновационная политика России и развитие регионов». По его словам, ключевыми точками роста в программе импортозамещения для региона станут промышленность, сельское хозяйство и медицинский кластер. Здесь же было отмечено, что Кавказ имеет все необходимые условия, чтобы стать опытной площадкой для внедрения новых технологий. Имидж Кавказа сегодня, к сожалению, нами избыточно гипертрофирован только в одну сторону. Да, это вот проблема криминала, проблема коррупции, проблемы избыточные, скажем так, избыточное финансирование государства, может быть, в ущерб каким-то другим территориям. А очень важно показать, что на самом деле Кавказ живет такой же жизнью, как и другие части. При этом у Кавказа еще есть самый важный компонент, который мы забываем, а с другой стороны часто подчеркиваем. Мы говорим сегодня о дефиците трудовых ресурсов. Да, даже на Давосском форуме, да, когда там было русское пленарное заседание, ключевой вопрос: успешные компании сказали, это кадры, это люди, специалисты. Кавказ это очень мощный производитель человеческого капитала. И вот проект, который, опять же, поддержан там председателем правительства, мы знаем, что это там приоритет, который дает президент, федеральный университет, например, Северо-Кавказский федеральный университет, это тоже один из сегментов вот этой работы, связанные с созданием людей, которые бы могли эти задачи реализовывать. Потому что без этого, все, что я до этого сказал, это будет только то, что написано на бумаге, но никогда не воплотится в жизнь. В парламенте прошло пленарное заседание, на нем было рассмотрено 20 вопросов. Принято 3 республиканских закона и одобрено 17 инициатив по федеральному законодательству. Также были внесены поправки в республиканские законы о выборах главы Чечни и о противодействии коррупции в регионе. Последний был принят с учетом замечаний Рамзана Кадырова. В прокуратуре Чечни подвели итоги работы по укреплению законности и порядка в прошлом году. На заседании под председательством прокурора Шарпуди Абдулкадырова принял участие и заместитель генерального прокурора России Иван Сидорук. Здесь отметили, что качество предварительного расследования улучшилось, заметно снизилось число правонарушений, а также пресечены факты незаконного отнесения преступлений к категориям экономической и коррупционной направленности. Положительную оценку итогам деятельности ведомства дали и гости. Здесь же определили и основные направления работы коллегии. Наметить задачи по укреплению законности и правопорядка на первое полугодие 2015 года. Я прошу вас принять активное участие в обсуждаемой тематике с тем, чтобы мы ваши предложения по правоприменению могли использовать при доработке решения коллегии. Вопросы противодействия терроризму и религиозному экстремизму обсуждались на встрече мэра Грозного с представителями районных советов столицы. Как считает Ислам Кадыров, особый акцент необходимо сделать на духовном просвещении молодежи. Также, по его словам, местные власти, правоохранители и богословы должны координировать работу с подрастающим поколением. Мичер махат на хити мадей, участковый милухолон, юрта милухолова. Это тя юхи меж има милухолова. Я хотел хакер хорошо на это. Вот хата жопу взял. Сотни людей в городе Шили собрались, чтобы выразить свой протест против проявлений терроризма, экстремизма и наркомании. Глава администрации Шилинского района Турпал-Али Ибрагимов обратился к жителям с просьбой объединиться и сообща искоренить явления, которые противоречат не только религии, но и чеченскому менталитету. Подробности встречи у нашего корреспондента. Старейшины, молодежь и даже школьники – все они вышли, чтобы выразить протест против наркомании и терроризма. Свое отношение к этим явлениям участники акции наглядно демонстрируют с помощью плакатов и баннеров. Беда может постучаться в каждый дом, напоминает глава администрации района. Поэтому в стороне не должен оставаться никто. خزاخز ولاد وعتعش ألج ستاوين سانت عدل غيتمول تدويزل نركمان والشو ألج نركمان غولي والشو نركمان والشو داول إيمان شو إن متيجو سيري وغليل سون يا حنش كل وغليل تعقل ولا ترى يقل والشو الشين خيط شينا ألج
Проблемы, связанные с наркоманией и экстремизмом, начинаются в семье и только потом становятся головной болью для всего общества, уверен министр труда Чечни. Поэтому правильное воспитание детей и укрепление семейных ценностей может стать хорошей профилактикой правонарушений. Издавна в чеченском обществе принято уважать старших и следовать их примеру. Только в этом случае можно избежать ситуации, когда родители не знают, где находятся их дети и чем они занимаются. Завершая встречу, участники демонстрации совершили дуа, прося у Всевышнего милости и благоденствия для всех верующих. Елизавета Чепханова, Розана Цамаева, Муса Астемиров. Новости. И в продолжение темы в Урус-Мартане по следам совещания с главой региона состоялось заседание второго сектора, в состав которого входят 9 районов республики. Здесь обсудили работу по противодействию терроризму, экстремизму и наркомании. Какие будут приняты меры для борьбы с этими явлениями, узнала Луиз Батыжева. Первый вопрос обсуждения – взаимодействие властей с населением. Если руководители района весел будут знать, как и чем живет каждая семья, и работать с молодежью, в республике будет стабильная правовая обстановка. С этих слов начал свое выступление Шерип Делимханов, которого накануне глава республики назначил руководителем второго сектора по профилактике терроризма и экстремизма. Он призвал местные власти работать с каждым человеком индивидуально. والطبيب والبوخ دليشن يجري كان هذا الضاع موضوع شورت ناخذ زرقاء تابع شو بيجري كان في يرد أول ما بلدوش ناخذ أروش بلد أروش ناقصدش ناخذ هذا الوقت شيء جرب ديزي خايف وش كده والله وين بريت يا بريت كمريك وجوا وهذا شيء شو أنا بيجري بريت كرياتش. Салах Межиев отметил, что в республике удалось искоренить ваххабизм, однако необходимо делать все возможное, чтобы впредь никогда экстремистам даже в голову не пришло подать голос. В регионе не должно быть никаких ложных учений, только традиционный ислам. إذا وين مصرنا مصو أدمن شين كروش يشوع كرير دولش بيركت تويس إبيركت دعما خيل سوي إبيركت أص بيركت عقه هي جوي بوخشة ويبتشعه صوت عدال ملاطه حورم وشيك شيك دلور دولش أورداق لا تسقه هي أوشي دل دولة أتصحن خلا وأوش خيتر طبعا. В районах нужно активизировать работу по обеспечению общественного правопорядка, по предупреждению и пресечению преступлений, подчеркнул Ишай Джамалдаев. В первую очередь это встречи с участием старейшин и молодежи. Здесь также отметили, что чаще всего негативное влияние на общественное мнение оказывают обитатели всемирной паутины. Общественно-политическая ситуация характеризовать. Республика состоялась. تغنى يوخو وخير الكودو يوخو تعرف فرنسا события шундайо عرب بوش но царь мصر гражданин Франции бехи وخذوا العوض نحكي شوخ تغن царь беженцу айдлон يحكي عوض сагу боксон истидало что опять попытка Европы, скажем, и Америки использовать чеченский фактор как инструмент против России. Кроме того, на встрече приводились примеры негативных последствий употребления алкогольных напитков, психотропных и наркотических веществ. Под особым контролем ситуация с участием уроженцев Чечни в сирийском конфликте. جابوا بقي جاتي ديست خلاخلة نقي هما تجادشة سنا قاچن باش تخلي درهم يوت تر قوم بنا تساق ديست خردو قيقم بيربوت ساق شناخت بيرزبر بيول بيرسلي ترى. В конце встречи присутствующие еще раз призвали к совместной работе прокуратуры, администрации, районов и силовых структур. Только тогда будут достигнуты определенные успехи. Это снижение преступности и повышение уровня раскрываемости правонарушений. Луиза Батыжева, Стаймир Хаджиев, Дауд Куруев. Новости.
О пагубном влиянии ваххабизма и вреде от употребления наркотических средств говорили и на совещании в Минфине республики. Усман Расуханов отметил, что в регионе создан благоприятный климат для спокойной жизни граждан. Теперь важно исключить любую вероятность возникновения угрозы безопасности, а значит быть более бдительными. Итогом совещания стало решение еженедельно проводить разъяснительную работу с сотрудниками Минфина Чечни на тему ваххабизма и экстремизма. تامشين وآمل شكرا اللي شوتك طبعا شيء شوح شيء يرجع شوخ دعني يتسوق شوي سعادات إتك شاش غير مت ورا بيوشوا. В Государственном театрально-концертном зале столицы прошла встреча министра культуры с солистами детских ансамблей «Демок» и «Башлам» и их родителями. Поводом для беседы послужили жалобы родителей в адрес некоторых преподавателей. В частности, речь шла о предвзятом отношении некоторых педагогов к детям. Хожбау Дидаев отметил, что по обращениям была проведена соответствующая проверка, которая показала необоснованность этих заявлений. Министр отметил, что данная сфера одна из наиболее важных, и ей, соответственно, уделяется пристальное внимание руководством региона. И даже незначительные недоработки в этой сфере просто недопустимы, особенно если речь идет о детях. Даев добавил, что с каждым днем желающих отдать своего ребенка в ансамбль становится больше. При этом число детей даже превысило допустимое количество. Несмотря на это, требования к педагогам остаются неизменным. Индивидуальный подход к каждому из юных артистов. Родители, в свою очередь, отметили высокий профессионализм хореографов и выразили благодарность за осуществление детских желаний. В завершении встречи министр добавил, что возникающие проблемы будут решаться незамедлительно. ملوش كولكتيفيا ملوش учреждения مسؤولية سستوى دائما أغنيشن خلال شوت دلا هورنا إيمن الشينين دخليس ثاني بنستع تأخذ شوات هتستقبل شنو واسكريات لتبنان دين واسكريات بولي بكي مسجد مقال باقيش ماياتي هو نتسان تل لورتهم начиная от физических данных ламызды мистхат чилц هو متعلق وتعنبرات خان ينقادر في مصر أو بيشبه إيه مشتي داجي إيش شيء ديوز لعبة بيشبه بالغ شو مهتاب لعبة بيشبه بيرس خلوق شو بيري بيحوي بيشبه شو يجبر مش لجزء تيو. Благо цивилизации, которая для жителей села Октябрьское стала пределом мечтаний. 20 лет сельчане ждали воду и дождались. По поручению главы региона идут работы по водоснабжению населенного пункта. О проблеме, которая теперь останется в прошлом, репортаж нашего корреспондента. Канистры, фляги, ведра, без этой тары не обходится сегодня ни один двор в селе. Водой здесь запасаются впрок. Но это всего лишь до конца месяца. Спустя 20 лет в село Октябрьское возвращается большая вода. Последние 20 лет Зура Ларсанова, как и остальные жители села Октябрьское, вынуждена покупать воду. Ее привозят сюда из соседних водохранилищ. Несколько тонн воды едва хватает на хозяйственные нужды. Берли чваш нюч горгам хакш мосу ман пир юлш хидоч ишоч оба токштерто эцхи хидалош хидалин Проблема с водоснабжением возникла после первой военной кампании. Из строя вышла вся водонапорная система. Жители пытались восстановить ее своими силами, но без средств и спецтехники сделать это так и не смогли. К строительству новой системы водоснабжения здесь приступили в начале января, после поручения главы республики. Рабочие уже проложили 3 километра трубопровода. Задействована вся необходимая спецтехника. Регулятор давления регулятор давления и турнуш юрта вишталялся давление сбивать ешь. Талант полиэтилен труба чилан дола. В ближайшее время от экочел стальной труба юта километр диаки уайлиш. Ах ё сам проблема ё чего юрта Октябрьского юрта на хирду куза хирду на Красностепновское отделение сега хирду.
Новый водопровод прокладывают из толстостенных полиэтиленовых труб. Они прослужат не 1 десяток лет. Работу усложняет твердый грунт, поэтому задействована импортная спецтехника. Уже до конца этого месяца вода начнет поступать в каждый дом села. Ахмед Джабраилов, Муслим Типаев и Дауд Куруев. Новости. Начиная с этого года земельные отношения государства и собственников земли существенно изменились. Правительство подготовило целый ряд законов в этой сфере, часть из которых уже начала действовать. К примеру, классификатор использования земельных участков, который позволит упростить перевод земель из одной категории в другую. О преимуществах новой реформы расскажет наш корреспондент. Что можно сделать на своей земле, каждый решает сам. Посадить картошку, построить дом, открыть магазин или даже потрудиться над созданием искусственного водоема. Теперь это все можно увидеть не только на земле, но и на бумаге. Приказ Минэкономразвития страны, вступивший в силу в декабре прошлого года, утверждает классификатор использования земельных участков. В корыстных целях или, как говорится, во благо семьи или региона, приказ утверждает 81 вид разрешенного использования. Это однозначно принесет плюс при проведении кадастровой оценки, то есть будет проще оценивать объекты, будет меньше ошибок, соответственно, меньше обращений и в нашу комиссию по рассмотрению споров о кадастровой оценке, обращений в суд. Приказ Минэкономразвития убивает сразу нескольких зайцев. По мнению экспертов, перевод земель из одной категории в другую станет проще и понятнее. Да и бизнес получит уверенность в правильности инвестиций. Куда конкретно инвесторы вложили деньги, теперь будет понятно. Будь то животноводство, ведение личного подсобного хозяйства, рынки, магазины или даже ритуальная деятельность. Это позволит сформировать в субъектах, в первую очередь Российской Федерации, налогооблагаемую базу, поскольку в России, как нам известно, существует общероссийский классификатор видов экономической деятельности, согласно которому разбиты все виды экономической деятельности для того, чтобы они могли облагаться налогом. В Министерстве имущественных и земельных отношений республики заверяют, по желанию владельцев в правоустанавливающих документах будет указан вид разрешенного использования. В дальнейшем это позволит решить ряд проблем, в первую очередь надзорных органов. Граждане, которые заинтересованы в предоставлении, получении земельных участков на праве аренды, могут конкретно указать вид разрешенного использования в соответствии с этим классификатором. Соответственно, по такому обращению министерством будет произведена публикация и в газете наличие такого земельного участка с таким видом разрешенного использования. И тот же вид разрешенного использования будет отображен в договоре аренды, который будет заключаться в последующем. Данное нововведение позволит устранить недопонимание между местными властями и бизнесом, ведь каждый трактовал возможность использования конкретного участка по-своему. Теперь разработанный понятийный ряд четко регламентирует использование земель. Тем самым юридические иллюзии полностью сняты. Левтина Банадыкова, Абубакар Абазов. Новости. Они не видят, но вкладывают душу в каждую композицию. В Грозном состоялся фестиваль нашидов среди незрячих. Собравшиеся в зале высоко оценили мастерство исполнения религиозных песнопений. В числе зрителей была и Динара Мурадова. В третьем корпусе Чеченского государственного университета незрячая молодежь демонстрировала сегодня сверстникам свои религиозные познания, читая суры из Корана, исполняя нашиды. Присоединились к участникам фестиваля и сами учителя. Послушать ребят пришли представители руководства вуза, писатели, а также представители общественной палаты и духовенства. Главная цель, которую ставят перед собой организаторы фестиваля, это развитие инклюзивного образования в Чеченской Республике. Только в ЧГУ обучается 162 студента с ограниченными возможностями. Сегодня мы не можем оставить без внимания, что вот такая масса народа обучается в университете. И, естественно, они требуют особого внимания к себе, особых условий для занятий. Особенно это касается тех людей, которые слабослышащие и слабовидящие. Нам хотелось бы, чтобы студенты нашего университета обратили внимание на то, что рядом с теми, кто имеет, так сказать, полноценные физические данные, есть еще те, которые имеют определенные, так сказать, слабости в том или ином развитии тех или иных физических показаний. Участники фестиваля подарили своими выступлениями много положительных эмоций. В ответ же студенты университета преподнесли им свой небольшой подарок. Создали аудиокнигу на стихи Умара
Ярычева, то есть очень известного и всеми вот любимого чеченского поэта. У нас вообще чеченская культура, она очень многообразна, у нас много обычаев, традиций, и, конечно же, все это отображено в нашей чеченской литературе. И, естественно, нам, студентам, хотелось бы внести свою небольшую лепту в развитие инклюзивного образования в Чеченской Республике. Чтению Корана по системе Брайля в ЧГУ уделяется особое внимание. С молодежью по несколько часов в день работают опытные педагоги. Талантливая молодежь успевает не только в учебе, но и обогащаться в духовном плане. Динара Мурадова, Таймир Хаджиев, Дауд Куруев. Новости. Пакт Рериха. История и современность. В мемориальном комплексе славы имени Ахмада Хаджи Кадырова открылась выставка, приуроченная к 140-летию известного русского художника и общественного деятеля Николая Рериха. Выставка уже успела пройти в 60 городах России и во многих странах мира. В Грозном коллекция из более 100 экспонатов пробудет несколько дней. После торжественного перерезания красной ленты представитель Международного центра Рерихов в Москве Дмитрий Ревяхин рассказал чеченским студентам об истории каждой из представленных картин и этюдов. Николай Константинович Рерих посчитал культуру основой жизни народа, его сердца. Вот замечательная фраза, высказанная первым президентом Чечни Ахмадом Хаджи Кадыровым о том, что без культуры нет нации, очень созвучна этой идее, потому что ведь и народ немыслим без культуры. Представленный проект направлен на популяризацию миротворческих идей Николая Рериха. Подписание пакта Рериха, которое произошло еще в 1935 году в Вашингтоне, стало одним из важнейших событий 20 века в области международной защиты культурных ценностей. Его принципы легли в основу Гаагской конвенции о защите исторических памятников, музеев и художественных учреждений. И именно сегодня идеи пакта Рериха приобретают особую актуальность. Качественная отделка, специальная форма и порода дерева – это критерии хорошего звучания чеченского музыкального инструмента дечик-пондор. Житель Нового Энгеноя Хасан Базаев знает, что если приложить к работе душу, то звучание будет совсем иным. В гостях у мастера побывала Розана Цамаева. В мастерской Хасана Базаева всегда царит творческий беспорядок. Вот уже 23 года мужчина создает чеченский национальный инструмент дечик-пондор. К любимому делу мастер относится с особым трепетом. В каждую работу вкладывает не только огромный труд, но и частичку души. Хасана часто сравнивают с Антонио Страдивари. Как и знаменитый мастер, в своей работе он использует ель, которая хорошо держит форму и придает готовому инструменту особые акустические свойства. При отделке используют так называемое железное дерево – африканский бук. Готовые изделия украшаются национальным орнаментом. На изготовление дечик-пондора у Хасана обычно уходит неделя. Сейчас у него большой заказ, который необходимо выполнить в ближайшее время. На этот случай у него всегда имеются заготовки. Музыкальным талантом Хасан себя не считает. Говорит, что делать инструменты у него получается лучше, чем играть на них. Оказалось, скромничает. Розана Цамаева, Таймир Хаджиев и Дани Хавхаров. Новости. И в конце выпуска сообщения от МЧС Республики. Завтра на дорогах Чечни ожидается сильный туман и гололед. Просьба к водителям быть осторожными и соблюдать скоростной режим. На этом у меня все. Я желаю вам удачи и до встречи на телеканале Грозный.